is my privilege to be with you. I hope you can hear me. Для меня большое преимущество быть с вами здесь. Я надеюсь, все меня слышат. Happy I have this privilege. I want to thank you. And before we start, I would like to have a prayer together with you. Я еще раз хочу сказать, что я очень рад, что у меня есть такое преимущество. И прежде чем мы начнем, я бы хотел помолиться. Давайте склоним наши головы. Father in heaven, we thank you for your love. We thank you for Jesus. And we thank you for this opportunity to open your word. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, мы благодарим Тебя за Иисуса и за возможность открывать Слово Твое. We pray that your Spirit may open the word, open the hearts, and transform us. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой помог нам открыть сердца, открыть Слово и преобразовал каждого из нас. May we focus on you, may we understand what you want to say, and may we live these things. Помоги нам понять, что Ты хочешь сказать нам. Помоги нам воплотить в реальной жизни те истины, которые мы для себя откроем. May it be for the advancement of your kingdom in this wonderful area. Чтобы все это способствовало пришествию Твоему скорому на эту землю, пришествию Царства Твоего Небесного. We pray in Jesus' name. Amen. Во имя Христа молитва наша. Аминь. As we start, I want to ask a few questions. Прежде чем мы начнем, я хотел бы задать несколько вопросов. We all know that in the Bible, God has power. God has tremendous, infinite power. Мы все знаем, что в Библии мы видим Бога, который имеет огромную, неограниченную, бесконечную силу, власть. I don't need to give examples. We all know those examples. Мне не нужно вам приводить примеры, вам они прекрасно известны. For instance, we see the sun standing still for 10 hours in Moses' situation. Мы в ситуации с Моисеем, мы видим, как солнце остановилось и 10 часов не двигалось. During the war with Amalek. Когда была борьба, битва с амаликитянами. We see the Red Sea being split in two. Мы читаем о том, как разверзлось Черное море на две части. The walls of Jericho coming down without a human touch. Мы читаем о том, как пали стены иерихонские без соприкосновения с рукой человека. We see Gideon getting victory over great armies without even a sword. Мы читаем о том, как Гидеон победил большие армии, даже не используя меча. Let's go to the New Testament. We see Давайте теперь перейдем к Новому Завету. Peter's shade going over sick people and being healed. Мы читаем, как когда Петр проходил, то люди клали на подстилках больных, и тень Петра, падая на них, исцеляла людей. Thousands baptized every day, not hundreds, but thousands. И каждый день крещения шли не на сотни, но на тысячи. I believe we all agree that God has unlimited power. И мы все согласны с тем, что у Бога есть бесконечная власть, сила. God doesn't change. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Господь не изменяется. Он тот же вчера, сегодня и завтра. Jesus says very clear in Luke chapter 14, you will do greater things than I did. И Иисус говорит о том, что в Евангелии от Луки 4 главе 12 тексте вы еще более великие вещи совершите из того, что я совершал. Ellen White says that the work is going to close with greater power than it started. Елена Вайт говорит о том, что работа закончится с большей силой, чем она начиналась. Thousands will be baptized. Miracles will accompany the work. We know these paragraphs. Тысячи людей будут принимать крещение, будут чудеса по всему миру. My question is, my honest question is, where is that power? А теперь мой честный вопрос каждому из вас. А где же сегодня эта сила? Don't we want to see thousands baptized every day? Don't we want to see that power in the church when people come and they are transformed?
Разве мы не хотим сегодня видеть ту же силу в нашей церкви, когда люди, приходя к Богу в церковь, они преобразованы, они меняются? I don't think that the problem is with God. In fact, there is a paragraph that says God's hand is not short. На самом деле, мне кажется, что проблема не в Боге, потому что есть такой текст, и мышца Господня не сократилась. I'm going to give you a story to exemplify what I think is the reason, and then we go into the message. Я вам приведу один пример, который, на мой взгляд, объясняет причину этого, и потом мы перейдем к самой вести. Long ago, when I was in Romania during communism, I was in the military service. I was in the army. Давным-давно, когда я жил в Румынии, и это была коммунистическая эпоха, я служил в армии. And I was in a unit that was called Genius. Not that I was a genius, but that was the name. Я был в роте, которая называлась «Гений». Не то, чтобы я сам был гением, но вот так окрестили нашу роту. Some type of special forces where we are taught to shoot, to use any type of weapon. А почему назвали нас так? Потому что нас обучали использовать любой вид оружия, стрелять и использовать любое холодное оружие, все, что у нас было под рукой. 50 soldiers from around the country were chosen with the best education, the best IQ, 50 soldiers that were trained to do anything that is necessary. 50 солдат были выбраны по всей стране, чтобы у них было лучшее образование, и у них была лучшая подготовка, чтобы по приказу они могли сделать все, что угодно. We knew how to plant a bomb in a telephone or in a pencil. Мы знали, как заложить бомбу в телефон или даже в карандаш. One day they called me and said, "You are an Adventist. You are an enemy of the state." Один раз они позвонили мне однажды и сказали: ты адвентист, а значит враг государства. And the one who called me, he was the security chief. He was the head of the unit in that area. И человек, который звонил мне, он был главой службы безопасности в том районе. And I said, why? Because I love my country. I am praying for my country. I am serving my country. What's the problem? А я говорю: а почему вы так говорите? Потому что я люблю свою страну, я молюсь о своей стране, я служу своей стране. В чем же тогда проблема? He said, you keep Sabbath holy, and that's the problem. Он говорит мне: ты соблюдаешь, светишь субботу, и в этом твоя проблема. I don't think it's a problem because the others, they keep every day holy. Я говорю: я не думаю, что это проблема, потому что остальные соблюдают и светят все остальные дни, и никакой проблемы для них нет. But you don't work on Sabbath. Yeah, but they don't ever work. They are lazy. А он мне говорит: да, но ты не работаешь по субботам. А я ему говорю: так они вообще не работают ни в какой день недели, они просто лентяи. I work every day hard, day and night, except Sabbath. А я работаю, не покладая рук, денно и ношно, за исключением субботы. Yeah, but if there was an emergency, if there was war, if you were attacked, if I was wounded, what would you do? Да, он говорит: ну а если есть чрезвычайная ситуация, если война, если я ранен, что тогда ты будешь делать? I said, well, if somebody shot you, I would save your life even on Sabbath. If there was an emergency, if your house was on fire, I would save you. Я ему отвечаю, что если произойдет чрезвычайная ситуация, кто-то тебя подстрелит, я, конечно, буду спасать твою жизнь. Если у тебя будет гореть дом, я приду тушить. But there is no emergency right now. Но сейчас такой ситуации нет. He said, no, you need to choose either God or to do what I say. Он говорит: нет, тебе все равно придется выбрать либо твой Бог, либо абсолютное повиновение мне. He said, I am your God. You need to listen to me. Он говорит: я твой Бог, ты должен слушать меня. I said, I don't have other gods. It's only God. You are not a God. А я говорю: у меня другого Бога нет. У меня есть Бог, которому поклоняюсь, ты не Бог. He got very angry. He called all the soldiers in the training field. Он разозлился и позвонил всем солдатам, сослуживцам моим. And he said, nobody goes against us. You do what we say or you lose your life.
Он говорит, никто против нас не восстает. Либо ты абсолютно нам послушен, либо ты прощаешься с жизнью. And he said, according to the law, И он during говорит, peace, согласно закону, if you don't execute an order, you go 5 years to prison. But if you don't execute an order in front of the other soldiers, then you don't respect my authority, and then you go 14 years to prison. если в мирное время ты не исполняешь моего приказа, ты идешь в тюрьму, садишься на 5 лет. Но если ты не исполняешь приказа на глазах у других солдат, значит, ты выказываешь неуважение к представителю власти, и ты садишься на 14 лет. You should not disregard my authority in front of the other soldiers. I'm going to put you in the toughest prison in the country. Не стоит подрывать мой авторитет перед своими сослуживцами, потому что я тебя помещу в такую тюрьму, которую ты даже и не знал. And then he ordered the other soldiers to align themselves and get straight. И потом он приказал всем построиться в шеренгу. They all got straight, they saluted him, and then he ordered me to step 3 steps forward. Все выстроились, отдали ему честь, и потом он приказал мне выйти на 3 шага вперед. And then he said, Goya, you are under attack. И он говорит, Гоя, ты подвергся атаке. The enemy airplanes are attacking you. You need to dig a hole and hide. Потому что вражеские самолеты атакуют тебя, тебе нужно вырыть яму и спрятаться. It was Saturday morning. Это было суббота утро. I said, I am not going to dig a hole in the ground because it's Sabbath. Я говорю, я не буду копать яму в земле, потому что сегодня святой день суббота. It's an emergency. It's war. The adversary airplanes are attacking you. You need to dig a hole. Он говорит, это чрезвычайная ситуация. Вражеские самолеты атакуют тебя, тебе нужно копать укрытие. I said, there are no airplanes. Я говорю, не вижу никаких самолетов. I want you to imagine that there are airplanes attacking you. Dig a hole. А я говорю тебе, вообрази, что сейчас атакуют тебя вражеские самолеты, копай. I said, then you imagine that I dug the hole. Я говорю ему, тогда ты вообрази, представь, что я копаю. He got so angry. He started to curse God and to curse me. Он настолько разозлился, он начал проклинать Бога, проклинать меня. He left everybody, went back to the garrison. Он всех оставил, пошел в гарнизон. He called an emergency meeting and proposed 14 years prison. Он созвал свой совет чрезвычайный и предложил посадить меня на 14 лет в тюрьму. He proposed prison in the toughest facility in the country. Many people that would go there never will come back. И он предложил такое исправительное заведение, из которого практически никто не выходил живым. What did I do? Что я сделал? Like every good Adventist, I prayed. Как каждый хороший адвентист, я молился. What did I pray? О чем я молился? Lord, save my freedom. I don't want to go to prison 14 years. Please help me. Я молился примерно так. Господь, сохрани мою свободу. Я не хочу на 14 лет идти в тюрьму. Пожалуйста, Боже, помоги мне. Did you ever pray and you don't see an answer? Было ли у вас когда-нибудь в жизни, что вы молились и не видели ответа Бога на вашу молитву? I was praying, I was struggling, I had no peace, no answer, no joy. Я молился, я боролся, у меня не было душевного мира, я не мог наслаждаться жизнью. Jesus says, I give you my peace. Иисус говорит, я даю тебе мир мой. Paul in prison, he was singing songs. Павел в темнице, он пел гимны. Why didn't I have peace? Почему у меня не было мира в сердце? It came in my mind that Joseph in prison, people could see that the Spirit of God was in him. И для меня, мне вспомнилась история с Иосифом, когда он был в темнице. И люди видели, что Дух Божий был с ним. And then it came in my mind what my father told me. И тогда я вспомнил слова своего отца. Whatever you want to keep, you lose. Whatever you want to lose for God, that's what you keep. Все, что ты хочешь сохранить, ты потеряешь. Но все, что ты готов потерять ради Бога, вот именно это ты и сохранишь. Who wants to save his life will lose it. And who is willing to lose his life will save it. Кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. А кто готов проститься с жизнью, тот сохранит ее, сбережет.
Whatever you cannot give up, that's your God. That's what you worship. Все, от чего ты не можешь отказаться, это и есть твой Бог. Именно Ему ты поклоняешься. If God is your God, God should come above anything else. Если Бог является твоим Богом на самом деле, Он должен быть на самом первом месте. My father would say to me, the reason we have no power is that we have a theory of God, but we don't have the presence of God, the love of God enough to give up everything else. Он говорит, мой отец говорит о том, что у нас есть теория о Боге, теоретические познания, но на самом деле мы не готовы отдать все, что у нас есть. У нас нет полноты любви Бога. My father would say to me, if anyone comes to me and doesn't hate mother and father and wife and children and job and freedom and life, cannot be my disciple. Потому Иисус говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. It came in my mind what my father said, you need to be willing to lose everything if you really want God to be first in your life. Если ты хочешь, чтобы Бог был на самом деле на первом месте в твоей жизни, ты должен быть готов проститься со всем в своей жизни. You need to choose what comes first. Тебе нужно сделать выбор, что на самом деле на первом месте. The reason you have no answer to prayer is because you pray for what you think is best instead of praying for what God thinks is best. Причина, по которой мы часто не получаем ответы на молитвы, кроется в том, что очень часто мы молимся о том, что нам кажется лучшим в нашей ситуации, а не о том, что Бог считает самым лучшим в этой ситуации. We think we love God, Нам кажется, мы любим Бога, but whatever stresses us, that's what we love. но все, о чем мы переживаем, именно это показывает, что именно это мы и любим. And so I changed my prayer. И я изменил свою молитву. And I say, Lord, I want to be free. I don't want to go to prison. И я говорю, Боже, я знаю, что я хочу быть свободным, не хочу садиться в тюрьму. But I am willing to give up my freedom. Но я готов отказаться от свободы. If my freedom would serve you, let me be free. Если моя свобода будет служить тебе, позволь мне остаться на свободе. But if my imprisonment would serve you better, then let me go to prison. Но если мое тюремное заключение послужит лучше тебе, тогда You need разреши мне пойти в тюрьму. to be first, not me, not my freedom. Ты должен быть на первом месте, не я и не моя свобода. You need to increase and I need to decrease. Ты должен возвеличиваться, а я должен умаляться. Do to me whatever would serve you, not me. Сделай со мной так, как будет лучше для тебя, не для меня. It came in my mind that we don't understand God's plans. И мне тогда пришла мысль, что мы не понимаем планы Бога. If Joseph didn't go to prison, he would have never been prime minister of Egypt. Если бы Иосиф не оказался бы в темнице, он бы никогда не стал бы премьер-министром Египта. Joseph didn't know that, but he put God first. Он не знал этого конца от начала, но он поставил Бога на первое место. So I said, Lord, I'm going to put you first. Я сказал, Бог мой, я ставлю тебя на первое место. Do to me whatever would honor you and serve you. Поступи со мной так, чтобы прославилось имя твое. Ellen White says that Paul in prison in Rome saved more people than if he was free. Эллен Уайт говорит о том, что Павел в темнице, находясь, спас больше людей, чем если бы он оказался на свободе в то время. I said, may your will be done, and I meant it. И я произнес такие слова, пусть твоя воля исполнится, но я имел в виду на самом деле произносимые мною слова. I said, Lord, I surrender my freedom, I surrender my life, everything that I have, do whatever you want. Я сказал, Господь, я в руки твои отдаю свою свободу, свою жизнь, делай все, как посчитаешь нужным. In that moment, I had peace. И в этот момент наступил в моем сердце мир. And I started to sing. Я начал петь.
a song that is pa 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 pam pa 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 pam ta 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 tam. Вот такую примерно песню я пел. And the words in Romanian is the one that trusts in the Lord. He always has peace, whatever he goes through. Слова этой песни в переводе с румынского можно перевести так. У того, кто отдает Богу все, у него всегда в сердце мир. In that moment, somebody knocked in the door. I was hiding in the warehouse and somebody knocked at the door. Я в тот момент прятался на складе, и кто-то начал стучать в дверь. I opened the door. It was a sergeant. His name was Marian. Открыл дверь, на пороге стоял Марьян, сержант, He was a short guy. When he would walk, короткого роста. you think he would fly. I mean, he was jumping when he would walk. Когда он ходил, у него была такая пружинистая походка, он как будто бы на шарнирах так вот подпрыгивал. He said, Goya, you are an Adventist. You cannot lie. I want you to tell me the truth. И он мне говорит: Гоя, ты адвентист, ты врать не можешь по определению. Пожалуйста, скажи мне правду. I said, okay, what's the question? Я говорю: хорошо, спрашивай. He said, do you know General Joanna? Ты знаешь генерала Джоана? I said, no, I don't know him. Who is he? Я говорю: нет, никогда не слышал, кто такой. All armies in Romania are divided in 4. And there is a general over each army. He is the general over army number 3 of Romania. Все армии поделены на 4 таких вот ключевые армии, и он генерал 3-й армии в Румынии. And he is a powerful man. Everybody is afraid of him. Он очень большой человек, все его боятся. He came unannounced to inspect our garrison. И он внезапно, без предварительной договоренности, приехал с проверкой нашего гарнизона. We didn't know. We were in a meeting to put you in prison. Мы не знали этого. Мы на совещании планировали, как тебя лучше засадить в тюрьму на дольше. And he entered in the meeting room. А он зашел на это совещание. We all got straight and saluted him. Мы все выпрямились по стойке смирно и отдали честь. He said, I'm very happy with what I see. Он говорит: я рад, что все это увидел у вас в таком порядке. 2 years ago when I came, the roof was broken. Now the roof is fixed. 2 года назад я пришел. В потолке, в крыше была трещина. You said you have no money, no budget, no people to fix the roof. How did you manage to fix it without money? Тогда вы говорили, что не было ни денег, ни средств, ни людей, чтобы починить. Как это вам удалось починить, не имея всего этого? And they say, well, Goya, there is a soldier. He worked with his father roofs. He knows how to fix the roof, and he fixed the roof for free. А они говорят: да, ты знаешь, есть такой солдат Гоя. Они с отцом работали и бесплатно починили нам кровлю. The fence was broken. Now the fence is fixed. Who fixed the fence? Раньше разваливался забор. А теперь он уже стоит прямо, все починено. Кто это сделал? Goya fixed the fence. Гоя тоже виноват в этом. The driveway was broken. Now the driveway is fixed. Who fixed the driveway? Well, Goya fixed the driveway too. Подъезд, невозможно было подъехать на машине. Кто починил его? Тоже Гоя, руки его дела. There were windows broken. Now all the glass is back. Well, Goya knows how to cut glass. He worked with his father. He fixed the windows. А были разбиты стекла в окнах. Кто это все починил? Ну, вы знаете, Гоя умеет резать по стеклу, поэтому они с отцом починили и это. Last time there were things missing from the warehouse. Soldiers would sell them to buy alcohol. Now nothing is missing. Who is in charge of the warehouse? And they said, Goya is in charge of the warehouse. He is an honest man. Он говорит: в прошлый раз, когда я приехал, солдаты торговали с боеприпасами со склада, чтобы купить себе выпивку. А теперь все на месте. Что происходит? Кто отвечает за склад? Гоя. What have you done to reward him? Did you take a picture to put him as the best soldier? Did you give him a promotion? Did you send him home for a week? What did you do to thank him for his service? А что вы сделали, чтобы поблагодарить его за его службу? Сфотографировали его и повесили на доску почета, отпустили его на 7 дней, встретиться с семьей. Что вы сделали, чтобы отметить этого человека? We did nothing. Ничего мы не сделали. Why are you in a meeting? А почему вы здесь собрались и о чем вы совещаетесь? We want to put a soldier in prison 14 years. Мы хотим отправить одного солдата в тюрьму на 14 лет.
Who is he? Goya. Как его зовут? Гоя. Why would you do that? И почему бы вы решили это сделать? He doesn't work on Saturdays. Он не работает по субботам. But does he work the other days? Yes, he does. Но работает ли он по другим дням недели? Да, работает. Does he love his country? Yeah, he does. Любит ли он свою страну? Да, любит. Then leave him alone. You touch him, you're going to lose your job. You touch him, you touch me, leave him alone. И говорят, оставь его в покое, оставьте его в покое. Если вы прикоснетесь хотя бы пальцем к нему, вы меня лично заденете. И тогда вы все вылетите с работы. And then the sergeant said, do you know General Jonah? Are you friends? И поэтому меня сержант и спрашивает, ты знаешь генерала Джону, вы что, друзья? I said, I don't know him. I know somebody bigger. Я говорю, его не знаю, но знаю кого-то выше него. Maybe he thought I know the president of the country. I didn't. I was referring to God. Я не знаю, что он подумал. Возможно, он подумал, что я знаю президента страны, но на самом деле я имел в виду Бога. From that day, every day of the rest of the military service, everybody would walk around me and salute me and say, please call General Jonah, tell him that we take good care of you. После этого каждый день оставшейся моей военной службы вокруг меня все подходили, отдавали честь вот так вот и просили меня передать генералу Джоана, что мы хорошо к тебе относимся. But I had to give up my freedom. Otherwise, God could not have worked for me. Но я должен был отказаться от своей свободы, иначе Бог бы не смог бы вмешаться. I had to give up everything. Мне нужно было отказаться от всего, что у меня есть. I had to die to self. Я должен был умереть для себя. The reason God doesn't work in our lives is because we are still not willing to surrender everything and die for God. Причина, по которой Бог не работает в нашей жизни так, как Он работал в прошлом, потому что мы не готовы отдать все и умереть ради Бога. God cannot give people power before people surrender 100%. Бог не может наделить людей силой, прежде чем они полностью на 100% не подчинятся Ему. If we don't surrender, if we receive power, we would use that power according to our wisdom instead of according to God's wisdom. Если мы не подчинимся полностью Богу, то, получив эту силу, мы будем использовать ее согласно нашей человеческой мудрости, а не согласно воле Божьей. We would be in control, not God. Мы будем контролировать ситуацию, не Бог. Cannot be both. Either God is in control or I am in control. Нельзя усидеть на двух стульях. Либо я контролирую ситуацию, либо Бог контролирует ситуацию. Cannot be two leaders in the heart. Не может быть того, что в твоем сердце у тебя два руководителя, два лидера. Either God is alive and I am dead, or I am alive and God is dead. Либо Бог жив, и я мертв, либо я жив, и Бог мертв. Paul says, I've been crucified, I no longer live. Christ lives in me. Апостол Павел говорит, что я распят, больше не я живу, но Христос во мне. The apostles in the spirit of prophecy says that after they renounced everything, then God could work through them. Дух пророчества говорит, после того, как апостолы отказались от всего, только после этого Господь начал работать с ними. Paul says, I consider all things a loss, garbage for the price of knowing Jesus. Павел говорит, все я почел тщетою ради познания Господа Иисуса Христа. The more you give up, the more God can control you. Чем больше вы отдаете, чем от большего вы отказываетесь, тем больше контроля у Бога над вами. Whatever you don't surrender, doesn't matter, good or bad, even good things, whatever you don't surrender, God cannot control our life in that area. Если вы не отказываетесь от чего-то, вне зависимости от этого плохое или хорошее, в любом случае Бог не может это контролировать в вашей жизни. We can know all the doctrines. We can know Greek and Hebrew. We can know the state of the dead and the 2300 days and nights. Мы можем знать очень много доктрин. Мы можем знать еврейский и греческий. Мы можем знать ключевые наши доктрины о состоянии мертвых, о 2300 вечерах и утрах и так далее. We can go to church. We can preach. We can eat tofu. Still it doesn't help. Мы можем ходить в церковь, мы можем проповедовать, мы даже тофу можем кушать каждый прием пищи, и все равно это не поможет. Unless we fully surrender. Если только мы полностью не подчиним себя Богу. The rich young ruler went to Jesus and said, I keep the commandments.
And Jesus said, you need to give up everything, sell everything, and then you can follow me. Молодой богатый юноша пришел к Иисусу и говорит, что мне сделать, чтобы следовать за тобой? Он говорит, откажись от всего, и потом можешь, раздай все, и ты можешь идти за мною. If we don't surrender daily everything, God cannot work through us with power. Если мы каждый день не будем подчинять свою жизнь Богу, то Господь не сможет работать своей силой через нас. I'm going to give you an example. Приведу вам пример. Peter was fishing with all his fishermen. Петр ловил рыбу, рыбачил со всеми своими рыбаками, знакомыми. They didn't catch anything. We know the story. Мы знаем повествование, ничего им поймать в тот вечер, в ту ночь не удалось. In the morning, when they come back to the shore, Jesus is by the shore, and Jesus starts talking to them. И вот утром, когда они уже подплыли к берегу, Иисус был на берегу, и Иисус, обращаясь к ним, говорит: You know, if you do the physics, when you talk, you need to have some building so the sound comes back to you. Если мы говорим о физическом устройстве мира, то чтобы говорить вы услышали этот звук, то звук должен от чего-то оттолкнуться, вибрация должна When произойти. there is water and there is no buildings, the sound doesn't come back, and so you need to talk really loud so somebody could hear you. Поэтому, когда на берегу озера или моря вы стоите, то нету зданий рядом. Нужно говорить на самом деле очень громко, потому что не возвращается к вам звук. Peter was not far on the lake. Peter was close to the shore, so Jesus could talk to him and he could answer back. He could hear Jesus. Поэтому Петр находился близко к берегу озера, и Иисус также мог обращаться к нему и слышать то, что говорит ему в ответ Петр. I've been there. The water goes slowly deeper and deeper. Я там был, там такой пологий берег, все глубже и глубже становится вода, но не так резко. When you can talk to somebody, the water is somewhere around the knee or hip, is not deep. Когда ты к кому-то обращаешься, то на самом деле вода тебе может быть по колено, там не глубоко, около берега. If you know anything about fishing, you don't catch big fish in small water. Only small fish stays in small water. И если вы знаете немного о рыбалке, то вы понимаете, что большую рыбу на мелководье не поймаешь. Только маленькие рыбки плавают там. And you don't catch big fish at 9, 10 a.m. You go in the night or early in the morning, 4 a.m. Также, если вы немного рыбак, то вы понимаете, что в 9-10 утра рыбу поймать невозможно. Для этого нужно пойти ночью встать, 4 And Jesus утра. says, throw the net in the right side. That was towards Jesus, towards the shore. И Иисус, обращаясь к Петру, говорит: забросьте сеть вашу по правую сторону лодки. And Peter says, Lord, we have tried the whole night. And we went in the darkness. And we went far away. Right now is morning. The sun is up. The water is small. Lord, there is no fish. И Петр, обращаясь к нему, говорит: ну, ты знаешь, мы ведь уже здесь ночью, всю ночь ловили. Мы бросали и справа, и слева, и отплывали на глубину. Ну, не ловится рыба ни у кого. But Peter gave up and obeyed Jesus, though it didn't make any sense. Но, несмотря на это, Петр подчинился Иисусу, оставил свое эго и послушался, сделал так, как он говорил. Хотя никакого смысла в этом не было в He человеческой caught точке so зрения. much fish that the net started to break. И он столько рыбы поймал, что сеть начала рваться. He called the other fishermen, come on, help me. And all the other boats, they all came. И он начал звать других рыбаков и говорит: давайте быстрее сюда, помогите мне. И другие лодки начали подплывать. And they all threw the nets to help this net so it doesn't break. И они помогали ему выловить этот улов своими сетями, чтобы сети не порвались. And when they pulled the fish in the boats were so full that the boats started to sink. И когда они это все выгрузили в лодку, то настолько наполнили лодки, что лодки начали тонуть. They have never seen so much fish in their life. Они за жизнь свою столько рыбы не видели. If you would sell that fish, you would make money to live 1, 2, 3 years. I don't know. Если эту всю рыбу продать, то денег, я не знаю, насколько хватит, на несколько лет жизни точно. I can see their faces, man. We got it. We are gonna make so much money. Я могу представить выражение их лиц. Они говорят: ну все, друзья, мы обеспечены, настолько хорошо мы заработаем денег сегодня. And Jesus says to Peter, give up everything, leave the fish, and I'll make you fisher of men.
А Иисус, обращаясь к Петру, говорит: оставь все, оставь рыбу, и я сделаю тебя ловцом душ And человеческих. in Greek, that's a condition. Give up that so you could be that. You cannot have both. И здесь условное предложение в греческом. Оставь это, и при условии исполнения первой части, тогда я дам тебе это. Нельзя оставить и то, и другое у себя. I have a question for you. У меня есть вопрос к вам. Why would he have to give up? Couldn't he have both? Почему ему нужно было выбрать? Почему ему нужно было отказаться от рыбы? Почему ему нельзя было оставить себе и одно, и другое? Or at least he could sell it and give 20% tithe and give another 20% donations and give another 10% to missions and keep 50% in the bank for difficult days and then follow Jesus. Он ведь мог это все продать, отдать 20% десятины вместо 10, 20% на пожертвования, 10% на миссию и 50% положить в банк на всякий случай, на непредвиденную какую-то ситуацию, и потом идти за Иисусом. Why would Jesus give him the fish and then ask him to give it up? Doesn't make any sense. Почему Иисус дает ему рыбу, а потом просит его отказаться от этого? Кажется нелогичным. You see, unless we give up everything, unless we surrender all, we cannot really be blessed and have success in our work. Пока мы не откажемся от всего, не подчиним абсолютно свою жизнь во всех сферах Богу, мы не сможем быть успешными в нашей работе. Whatever we don't surrender chokes our relationship with God. То, от чего мы не можем отказаться, эти вещи пытаются задушить наши отношения с Богом. Whatever we don't surrender limits God's power and work in our lives and through us. То, от чего мы не можем отказаться, ограничивает силу Божью в нашей жизни. People who don't surrender cannot be used by God and cannot be saved. Люди, которые не подчиняются полностью Богу, не смогут быть использованы Богом и не смогут быть спасены. God doesn't accept anything less, either full surrender or nothing. Бог не принимает меньшего, чем полное подчинение. Death to self. Смерть своему «я». Paul says, I die daily. Павел говорит: я каждый день умираю. God is calling us to full commitment, 100% commitment, no hesitation, no reserves. Господь призывает нас к стопроцентному подчинению, к стопроцентному посвящению. Даже 1% мы не можем себе оставить. Either we are 100% committed or we are not committed at all. Либо мы посвящены Ему на 100%, либо это не считается, и мы Ему не посвящены вообще. Doesn't matter what we do for the church. Unless we fully surrender, we will never have success. Неважно, что мы делаем для церкви. Если мы не подчинимся полностью на 100%, у нас не будет успеха. God cannot be in control unless we fully surrender. Господь не сможет контролировать нашу жизнь, если мы полностью не подчиним Ему себя. Why would Jesus ask Peter to give up the fish? Итак, почему Иисус просил Петра оставить рыбу? For two reasons. Две причины для этого есть. Number one, Jesus wanted to see if Peter was willing to give up everything. Первое, Иисус хотел увидеть, готов ли Петр отказаться от всего абсолютно в жизни. If you say you love God and there is something that you don't give up, you love that something more than you love God. Если ты утверждаешь, что ты любишь Бога, но в твоей есть жизни что-то, от чего ты не можешь отказаться, то это означает, что это что-то ты любишь больше, нежели Бога. All people of faith in the Bible that had power, that God used, all of them surrendered everything. Все люди веры в Библии, они все отказались от всего, и тогда Господь использовал их и даровал им свою силу. Abraham gave up everything. Moses gave up everything. Авраам Joseph, he отдал lost everything. все. Исаак отдал все. Иосиф отказался от всего. Daniel lost everything. Даниил потерял все. Paul the apostle, he lost everything. Апостол Павел потерял все. All people in the Bible surrendered all. Все герои веры в Библии, они полностью подчинили свою жизнь Богу. We need to give up everything, including our own righteousness. We need to die to self daily.
нам нужно все отдать, даже нашу праведность. Нам нужно каждый день умирать. There is a lot of doctrines in the church, and that's good, but there is very little surrender. Есть очень много доктрин в церкви, и это хорошо, но очень мало мы полностью подчиняем себя Богу. Very little death to self. Очень мало умираем для себя. And Jesus is calling us to die to self. И Иисус призывает нас умереть для себя. Number one, Jesus wanted to teach Peter to give up everything. Первая причина – Иисус хотел научить Петра отдавать абсолютно все. You can have no blessing. You can have no success. You can be no fisher of men before you give up everything. Ты не можешь иметь благословений, ты не можешь иметь никакого успеха, ты не можешь быть ловцом человеков, прежде чем ты отдашь абсолютно все Богу. But number two, Но вторая причина God wanted to teach Peter another lesson. – Господь хотел преподать второй урок Петру. I gave you the fish. Я дал тебе рыбу. I have the power to give you what you need. As I gave you the fish today, I can give you the fish tomorrow. И по той же силой, которой я дал тебе рыбу сегодня, я готов обеспечить и способен обеспечить тебе и завтра. If you put God and His kingdom first, I will take care of the other things. You need to trust in me. Если ты готов подчиниться мне, ты выберешь Царство Божие, ты должен доверять мне. I have the power to provide. У меня есть сила позаботиться о тебе. And Peter was willing to give up everything and to follow Jesus. И Петр проявил эту готовность отдать все и следовать за Иисусом. Therefore, when Peter preached, 3,000, 5,000 got baptized. Вот почему, когда Петр проповедовал, то 3,000, 5,000 людей присоединялись к церкви. Read his sermon. There is not difficult sermon, no big theology. No, it's very simple. Прочитайте сами проповеди Петра. Там нет ничего сложного, нет никакого такого высокого богословия. Все очень просто. But he had power because the Holy Spirit filled him. Но он имел силу, потому что Дух Святой наполнил его. God cannot work. God cannot fill us. God cannot use us before we fully give up everything else. Господь не может через нас работать. Господь не может нас наполнить своей силой, прежде чем мы не подчиним Ему себя полностью. When Tabitha died, Peter didn't give a funeral sermon. Peter went there and prayed, and the dead came back to life. Когда Тавифа умерла, Петр не стал проповедовать на ее похоронах. Он пришел и воскресил, и Тавифа воскресла. Can you imagine what would happen in our churches if everyone, from pastor to member, would surrender everything? Представьте себе, что произошло бы в наших церквях, если бы все, от пастора до рядового члена церкви, подчинили себя, полностью посвятив Богу. John the Baptist, he surrendered everything. Иоанн Креститель полностью подчинил себя Богу. Imagine if everybody in the church surrendered everything. Imagine what would happen. The church would grow. Представьте, что бы произошло, какой бы рост в церкви был бы, если бы каждый член церкви полностью подчинил себя Богу. We would finish the work right away. Мы бы мгновенно окончили нашу миссию здесь, на этой земле. Why there are so many problems in the church? Почему так много проблем в церкви? Because people don't die to self. They are very much alive. Потому что люди не хотят умирать для себя, а они живы-живехоньки. There is commitment, but there is no full, total commitment. Есть посвящение, но нет полного, тотального, стопроцентного посвящения. I'm going to read a few paragraphs. Я прочитаю несколько параграфов. We always try to tell God what to do. We pray and we ask God to bless our plans. Мы всегда пытаемся сказать Богу, что Ему нужно делать. Мы молимся и просим Бога благословить наши планы. Instead of dying to self and asking God to work according to His plans. Вместо того, чтобы умереть для себя и попросить Бога, чтобы все содействовало Его планам. I have several quotations. We don't have time to read them all. У меня есть несколько цитат, у меня нет времени всех их показать вам, но вот некоторые прочитаем. I'm going to share a few of them. Я некоторые покажу вам. To everyone, and everyone means everyone that offer himself to God for service
Withholding nothing. Withholding nothing means full surrender. Каждому, кто предлагает себя Богу, каждому, кто ничего не утаивая отдает себя Богу на служение, ничего не утаивая полностью означает. To everyone, that means everybody in the church who offers himself to God for service with full surrender, withholding nothing for self, total surrender. It says here is given unlimited heavenly power for the attainment of measureless results. Здесь говорится, каждому, кто ничего не утаивая, абсолютно посвящает себя Богу, дается Господу на служение, дается безграничная небесная сила, небесная власть для достижения небывалых результатов. Unlimited heavenly power. Can you imagine that? Безграничная небесная власть, сила. Вы можете себе это представить? Unlimited heavenly power if you withhold nothing for self, if you surrender everything. Если вы всего себя подчините Богу, ничего не утаивая, вам дастся эта безграничная небесная сила. And then Ellen White talks in the next pages in the same chapter. She talks about the disciples that they surrendered everything. И в следующем отрывке Эллен Уайт говорит об апостолах, которые отдавали всего себя на служение. And then she says that that's the reason they had so much power in their work. И вот она объясняет, почему у них была такая сила в своей работе. And then she says, everything that the disciples have done, every church member should do today. Все, что делали апостолы, сегодня должен делать каждый член церкви. Every church member. Каждый член церкви. A similar work that happened then is waiting to happen again. Та же работа, которую Господь делал в то время, Он тоже готов сделать сегодня. All who consecrate everything to God will receive constantly power from heaven. Все, кто посвящают душу, тело и дух Богу, получат поддержку духовную и физическую от Бога. The heavenly supplies at their command. Будут приобщаться к неисчерпаемым сокровищам неба. We too much depend on our power, our plans, our wisdom. Мы очень много зависим от нашей мудрости, от наших планов. The one who depends on his own wisdom and power is separating himself from God. Instead of working in unison with Christ, he's fulfilling the purpose of the enemy. Но Эллен Уайт в «Деянии апостолов» говорит, но тот, кто надеется на собственную мудрость и силу, отделяет себя от Бога. Вместо того, чтобы трудиться в единении со Христом, он выполняет волю врага. Listen carefully to this paragraph. Послушайте следующий параграф очень внимательно. The reason God's people have no power is that they trust too much in their own wisdom and don't give God an opportunity to reveal His power. Причина, по которой люди не имеют большей силы, потому что они доверяют своей мудрости больше и не дают Господу возможности открыть свою силу от своего лица в их жизни. Many who profess to be Christ followers are anxious, troubled, because they are afraid to trust God. They don't make a complete surrender because they shrink from the consequences of that surrender. Unless they will fully surrender, they can never have peace. Многие из утверждающих, что они являются последователями Христа, имеют беспокойное, смущенное сердце, потому что боятся довериться Богу. Они не покоряются Ему полностью, поскольку уклоняются от последствий, которые подобное подчинение может за собой повлечь. Если они не покорятся Богу, то не смогут обрести мир. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, ways that we know nothing of. Those who accept this one principle of making God's service supreme, they will find perplexities vanish. Наш Небесный Отец имеет 1000 неведомых нам возможностей обеспечить нас. Все, кто принципиально делают главным в своей жизни служение Богу, обнаружат, что их затруднения исчезают, а сами они стоят на ровном пути. One principle, only one, Один принцип, только один всего принцип. to make God's service supreme above anything else in your life. Сделать служение Богу на первом месте, которое будет превосходить любые другие вещи в вашей жизни.
I cannot imagine if everybody in the church put God first. How Я would our даже не churches могу look like? представить, какие бы благословения церковь бы ощутила, если бы каждый член церкви поставил бы Бога на первое место. How would our churches look like with full surrender, full dedication, full commitment? Как бы выглядела наша церковь с полным посвящением, с полной готовностью совершать служение, Forgetting self. забывая о себе. We built a church in Romania during communism. It was against the law. Мы во время коммунизма построили церковь в Румынии. Это было нарушение закона. And the police came to arrest all of us. И полиция пришла, чтобы арестовать каждого из нас. I remember everybody being in the room of the board meeting, praying and confessing, and they were afraid they will all be arrested. Я помню, как на одном из советов мы молились, и исповедовались как бы о своих страхах и говорили о том, что мы боимся, что нас арестуют. The story is long. I'm not going to give the story. But I remember everybody surrendering everything, including life. Конечно, повествование, история это длинная, но я кратко скажу, что я помню, как все отдали Господу свою жизнь. When the police came and they said, "Who is the boss here?" И когда полиция пришла, они сказали, кто здесь главный? My father said, "I am the boss. Arrest me, leave the others alone." Мой отец сказал, я здесь главный, арестуйте меня, всех остальных отпустите. They took my father and they said, "We are going to shoot you." Они взяли моего отца и сказали, мы тебя расстреляем. You either stop building churches and giving Bibles to people, or you lose your life. Либо ты перестаешь строить церкви, раздавать Библии людям, либо ты простишься жизни. And my father said, "For me to live is Jesus. I'm going to serve him. And to die, it's an honor and a blessing." Он говорит, для меня жизнь – это Иисус и служение Ему. И умереть для Него – это большая честь и благословение. I've surrendered my life to Jesus. I don't care if I live or die. Я уже отдал свою жизнь Иисусу, поэтому для меня не принципиально важно, я буду жить дальше или умру. We are going to take your house, your money, your car, everything. Мы заберем у тебя дом, деньги, машину, все заберем. I gave it everything to the church. You cannot take it anymore. Я уже все отдал в церкви, вам нечего забирать. Then the officer put the gun in my father's chest and said, "I'm going to shoot you." Тогда офицер приставил пистолет к груди моего отца и сказал, я сейчас тебя застрелю. And my father said, "Hold on a second. Let me open the shirt." Он говорит, одну секундочку, да, я расстегну рубашку. You don't need to. The bullet goes through the shirt. Он говорит, нет необходимости, пуля пробьет и рубашку. My father said, "Yes, if you shoot me through the shirt, you ruin the shirt. Let me take it off so you can give it to somebody poor, and then you can shoot me." Он говорит, да, но если ты меня застрелишь через рубашку, ты испортишь рубашку. Дайте я сниму рубашку, и тогда ты можешь бедному кому-то отдать мою рубашку после моей смерти. He called the mayor of the city. "This guy is crazy. He's not afraid. We cannot stop him. What should I do?" Он поднял трубку, позвонил мэру города и говорит, этот парень сошел с ума, мы не можем ему препятствовать, что мне делать? Nothing we do can scare him because he has given up everything. Ничто не может его запугать, потому что он уже все отдал. The mayor said, "Kill him." И мэр говорит, убей его. And then the officer started to apologize. "I'm so sorry, but I have to shoot you." И потом офицер начал извиняться перед моим отцом и говорит, я очень извиняюсь, но мне придется тебя застрелить. And my father said, "I forgive you." И мой отец говорит, я тебя прощаю. And my father said, "Let me pray for you before you shoot me." И он говорит, разреши помолиться за тебя, прежде чем ты застрелишь меня. Father gave him a hug and said, "Lord, please open his eye and save him. If my life would save him, let me die and he would be in heaven." Он обнял его за плечо и говорит, Господи, благослови этого человека, открой ему глаза, чтобы он мог быть спасен. И если моя смерть послужит к его спасению, то пусть так и будет. While my father was praying for him, the telephone started to ring. Когда мой отец молился за него, зазвонил телефон. Vice president of the city. Это был вице-мэр города. "Leave him alone. Don't touch him." Оставь его в покое, не прикасайся к нему. The mayor gave the order to be shot, and then the mayor got in his car, and as he left the city building, a truck drunk driver hit him and killed the mayor. "Don't touch him, because if you touch him, we all die. Leave him alone." Почему я так говорю? Потому что мэр, который приказал его расстрелять, он сел в машину, выехал из правительственного здания, и его сбил насмерть
пьяный водитель грузовика. Поэтому, если ты прикоснешься к нему, мы все погибнем. Imagine if everybody would be fully committed, putting God first, with no reservation. Представьте себе, если бы каждый испытал это полное посвящение, без всякого ограничения, на 100% отдал себе Богу. The spirit of prophecy is very clear. God cannot give us power before we made God's service supreme. Эллен Уайт очень ясно говорит, Господь не может наделить нас силою, прежде чем мы не поставим служение Ему на первое место. If we want to see power in our hearts, in our lives, in our families, in our churches, we need to put God first. Если мы хотим увидеть силу в наших семьях, в нашей жизни, в наших церквях, нам нужно поставить Бога на первое место. Jesus is coming extremely soon. Иисус грядет необычайно скоро. There is no more time to wave between things. Здесь нету времени для того, чтобы мешкаться между одним и вторым. God is calling his people now to total commitment. Сегодня Бог призывает свой народ к полному, безоговорочному посвящению. Pastors, members, everybody is called to full commitment. Пасторы, члены церкви, все призываются полностью посвятить себя Богу. Fully committed to prayer, fully committed to study, fully committed to service. God is calling us to totally surrender and commit. Полностью посвятить себя молитве, полностью посвятить себя изучению Слова, полностью посвятить себя служению. Господь призывает нас к полному посвящению. Then God will take over and God will bless our efforts with supernatural power. Тогда Господь будет контролировать наши усилия и благословит их сверхъестественным, нечеловеческой силой. Miracles will accompany the word. Thousands will get baptized. Потому что чудеса будут сопутствовать нашему служению. Тысячи будут принимать крещение. Revival will happen. Произойдет возрождение. And we finish the work and we go home. И мы закончим работу на этой земле и пойдем домой. And that's going to happen regardless if I surrender or not. И это произойдет вне зависимости от того, подчиню ли я свою жизнь Богу или нет. God is making an appeal to his people to fully commit. Господь сегодня призывает свой народ полностью посвятить себя Ему. The reason we don't commit is that we still love self. Причина, по которой мы не посвящаем себя полностью, потому что мы любим себя. We need to love God more than self to the point that we are ready to give up self. Но нам нужно любить Бога больше, чем себя, до той степени, что мы готовы отказаться от себя, от своего «я». Our time is up. Время наше вышло. I had one more story, actually more, but I don't have time to tell it. У меня еще есть один рассказ для вас. У меня больше есть, но у меня нет времени все их рассказать. It happened just a few years ago. Несколько лет назад это произошло. Will not tell the story this time, don't worry. Все повествование я не буду рассказывать в этот раз. I would like to pray with you before we finish. Я просто помолюсь с вами, прежде чем мы закончим. In fact, there are quite a few stories. We experienced that in a church, and we saw tremendous growth. Но на самом деле опытов много. Мы испытывали, ощущали их в церкви, и мы видели просто невероятный рост. And that was not in Africa, or it was here in the US. И это не было в каких-то странах африканских, это было здесь, в Соединенных Штатах Америки. Not 3% or 5% growth. Explosion. Не 3% роста, 5% роста, а просто бурный рост. And miracles. Чудеса. Unbelievable stories. Невероятные истории. Let's bow our heads. Склоним наши головы. Father in heaven. Наш Небесный Отец. Anything else, it's easier than to die to self. Конечно, очень трудно умереть для себя. But so many times, свое «я». so many times we have a form of religion with all the knowledge, but we don't have the power. Очень часто у нас есть форма религии, но у нас нету силы ее. Please come with your spirit. Пожалуйста, дай нам Духа Святого. Please come with your presence. Дай нам своего присутствия. Please, Father, come with your power.
Излей на нас свою силу, Отец. Fill us, everyone that is listening now or later, fill us with your presence. Наполни всех, кто слушает нас сейчас или будет слушать нас позже, наполни нас своим присутствием. Help us not only to say that we love you, but to really love you enough to the point that we give up everything else. Помоги нам не только говорить, что мы любим Тебя, но на практике любить Тебя до той степени, что мы готовы от всего отказаться ради Тебя. To the point that we fully commit to finish the work. До того, чтобы мы полностью посвятили себя и окончили работу на этой земле. And help us learn to trust in you in all other things because you love us. И помоги нам во всем доверять Тебе, потому что Ты любишь нас. And we pray in Jesus' precious name and only in his merits. И полагаемся на заслуги Иисуса Христа, и только и в Его святое имя мы молим. Come, Lord Jesus, and take us home. Гряди, Господи Иисусе, и забери нас домой. In Jesus' name we ask. Во имя Христа мы просим. Amen. Аминь. Аминь.